Одной из самых распространенных моделей колебательной системы является математический маятник. Математический маятник представляет собой тело, подвешенное на нити, размеры которого много меньше длины нити. Считается, что нить нерастяжима и не имеет массы. Вся масса такого маятника сосредоточена в подвешенном к нити тела. При этом тело можно считать материальной точкой. На маятник действуют равные по модулю и противоположно направленные силы тяжести и силы упругости. Положение равновесия, равнодействующее этих сил, равна нулю. Выведем маятник из положения равновесия, отклонив вправо. В этом положении силы тяжести и упругости будут направлены под углом друг к другу, и их равнодействующее уже не будет равна нулю. Под действием силы маятник начнет двигаться к положению равновесия. Вследствие инертности груз пройдет положение равновесия и отклонится от него в другую сторону. Дойдя до крайнего левого положения, маятник под действием равнодействующей сил тяжести и упругости начнет двигаться к положению равновесия. Пройдя его, он опять отклонится вправо. Процесс будет повторяться. Математический маятник совершает колебания под действием внутренних сил, силы тяжести и силы упругости. Математический маятник совершает колебания под действием внутренних сил, силы тяжести и силы упругости. Колебания, происходящие под действием внутренних сил, называются свободными. Отклонение маятника от положения равновесия называется смещением, а модуль наибольшего смещения – амплитудой колебаний. Анализируя процесс колебания маятника, можно сделать вывод, что это движение происходит под действием переменной силы. Это означает, что в процессе движения меняется не только скорость груза, но и его ускорение. При движении маятника его скорость в крайних положениях А и Б равна нулю, а при прохождении через положение равновесия она максимальна. Равнодействующая сил тяжести и упругости максимальна в положениях А и Б и равна нулю в положении равновесия. Следовательно, в соответствии со вторым законом Ньютона, ускорение маятника максимально в положениях А и Б и равно нулю в положении равновесия. Следует иметь также в виду, что проекция скорости маятника на ось X имеет разный знак в зависимости от направления движения. При движении от точки А к точке О проекция ускорения и силы отрицательна, а при движении от точки Б к точке О проекция положительна. Пользуясь вторым законом Ньютона, запишем уравнение колебаний математического маятника. Для этого выразим силу, действующую в колебательной системе. При малых смещениях треугольники АОЦ и АДЕ подобны, как треугольники с взаимно перпендикулярными сторонами. Поскольку проекция ускорения и проекция смещения направлены в противоположные стороны, получаем, что сила, действующая в колебательной системе, прямо пропорциональна смещению и направлена в противоположную сторону, и, соответственно, ускорение колебаний математического маятника прямо пропорционально его смещению. Пружинный маятник – это груз, прикрепленный к пружине. Пусть пружина не деформирована. Она находится в состоянии равновесия. При этом на груз в горизонтальном направлении силы не действуют. Выведем груз из состояния равновесия, растянув пружину, и отпустим. На груз будет действовать сила упругости пружины, пропорциональная ее удлинению и направленная к положению равновесия. Под действием этой силы груз начнет двигаться к положению равновесия. Вследствие инертности он пройдет положение равновесия. Пружина сожмется, и в ней опять возникнет сила упругости. Дойдя до крайнего левого положения, груз остановится, а затем под действием силы упругости начнет двигаться к положению равновесия.
Пройдя его, он отклонится вправо, и процесс повторится. Пружинный маятник будет совершать свободные колебания относительно положения равновесия под действием переменной силы. Сила и ускорение прямо пропорциональны смещению и направлены в противоположную сторону.